Добрый день, уважаемые коллеги! Данный видеоматериал является продолжением серии видеоматериалов, созданной в рамках обновленной учебной программы предмета истории Казахстана для 8 класса. Предлагаем вашему вниманию советы по проведению 80-минутного урока и распределению его на две части. Первая часть урока. Прежде чем знакомить учащихся с темой урока, покажите изображение Чуканова-Алиханова, Сабита-Муканова, Достоевского, Семенова-Тяньшанского, Потанина. Начните обсуждение, задав приведенные ниже вопросы. Кто изображен на этих фотографиях? Что общего у этих личностей? Какой можно сделать вывод? Таким образом, учащиеся поймут, о чем будет урок. Это настроит их на нужный лад. После краткого вступления к уроку ознакомьте учащихся с целями обучения, критериями оценивания и исследовательскими вопросами. Для этого используйте презентацию. Наша задача по теме Чуканов-Алиханов первый казахский ученый из раздела «Культура Казахстана 19 и начала 20 веков» рассмотреть, каким образом через исследовательскую деятельность можно достичь следующей учебной цели: определять историческое значение научного наследия Чукана-Алиханова. Фокус исследования урока – значимость и доказательства. Поэтому вся работа класса должна быть направлена на формирование аргументации своих суждений через применение фактического материала. Необходимо определять значимость события согласно критериям и давать оценку. Все эти мероприятия способствуют развитию навыков и пополнению знаний у учащихся. Для того, чтобы оценить прогресс достижения цели обучения, мы устанавливаем критерии оценивания. Ученик, ознакомившийся с критериями оценивания в начале урока, будет знать, за какую именно работу его будут оценивать. На определение темы урока, а также на ознакомление с целями обучения и критериями оценивания уйдет около 10 минут. Для сбора необходимой информации учащиеся получают разные материалы. После этого выполняют задания. Задание первое. Детство и юношеская пора Чуканова-Алиханова. Руководство по разбору материалов. Группа первая. Происхождение и воспитание Чукана. Группа вторая. Учеба и русские друзья-демократы Чукана. Группа третья. Личностные особенности Чукана. Дескрипторы. Описать происхождение и воспитание Чукана. Привести как минимум 4 факта. Разобрать учебные заведения, в которых учился Чукан, а также рассказать о его русских друзьях-демократах. Привести как минимум 4 факта. Дать оценку личностной характеристики Чукана. Привести как минимум 4 факта. На выполнение первого задания отводится 20 минут. Учитель объясняет условия задания, раздает материалы, необходимые для выполнения задания. Учащиеся читают тексты, разбирают их, пересказывают содержание согласно дескриптору. После выполнения задания можно посвятить 10 минут обратной связи на основе темы «Два метеора, одно пожелание». Вторая часть урока. Чтобы сконцентрировать внимание учащихся на уроке, рекомендуется дать им вводное задание, либо вспомнить материал предыдущего урока, исходя из домашнего задания. Также этот материал дает возможность подвести учащихся к заданию второго урока. Например, начните обсуждение, представив цитаты исторических личностей. В ходе обсуждения учащиеся наверняка вспомнят, кто такие Потанин и Достоевский из предыдущего урока. Задайте вопрос: какова основная мысль в словах этих людей? Материал урока довольно объемный и содержательный, поэтому правильнее будет выполнять второе задание второго урока в группах. Это задание основано на критическом мышлении и анализе, и следовательно оно сложнее первого. Задание второе. Научные области, исследованные Чуканом.
Руководство по разбору материалов. Группа 1. Исследования Чуканова-Алиханова в области географии и востоковедения. Группа 2. Труды Валиханова по темам управления и просвещения. Группа 3. Исследования Чуканова-Алиханова в области истории и этнографии. Группа 4. Труды Чуканова-Алиханова по теме переводческого дела и изобразительного искусства. Дескрипторы. Определить направление научных трудов Чуканова-Алиханова. Привести как минимум 3 факта. Оценить вклад Чуканова-Алиханова в науку. Привести как минимум 3 факта. Оценить научную важность трудов Чуканова-Алиханова. Привести как минимум 3 факта. Задание 3. Место Чуканова-Алиханова в истории. Руководство по разбору материалов. Чукан – востоковед-географ. Чукан – реформатор-просветитель. Чукан – историк-этнограф. Чукан – переводчик-художник. Дескрипторы. Оценить вклад Чукана-Алиханова в мировую науку, а также его труд во благо казахского народа. Привести как минимум 3 факта. Чтобы аргументировать довод о том, что Чукан-Алиханов был историком-этнографом, можно использовать эти вопросы. Чтобы аргументировать довод о том, что Чукан-Алиханов был востоковедом-географом, а также чтобы разобрать текст путешествия в Кашгарию, можно использовать эти вопросы. Чтобы аргументировать довод о том, что Чукан-Алиханов был реформатором, можно использовать эти вопросы в процессе разбора текстов. Чтобы подвести итоги разбора текстов и исторических фактов, дайте задание расположить в пирамиде достижений Чуканова-Алиханова по порядку возрастания важности. Попросите учащихся обосновать свой выбор. Вернитесь к исследуемому вопросу урока. Дайте учащимся возможность подвести итог. В 2 предложениях, в 3 словах, 1 словом. Задайте вопросы. Какой проект помог бы увековечить имя Чуканова-Алиханова в казахской истории? Что вы можете предложить?